Ветврач вводит в организм животного иммуностимулирующую вакцину с антибиотиками. Крупный рогатый скот жителей Карабулака прививают повторно. Довакцинация необходима для выработки длительного иммунитета, который сохраняется в течение 6 месяцев. Первую инъекцию животным ввели ранней весной. Это заболевание у нас в прошлом году регистрировалось, имело место больных и распространение по всем населенным пунктам Ингушетии. Поэтому, начиная с прошлого года, осенью, и вот это весеннее мероприятие направлено для профилактики, для предотвращения возникновения данного заболевания. Вакцина эффективная, она доставляется в Центр ветеринарии с Москвы. Дозы соответствующие у нас достаточное количество для всех животных, для крупного рогатого и мелкого рогатого скота против оспы и нодулярного дерматита. На очереди также коровы, которые прежде по тем или иным причинам не были привиты. Беслан Зангиев уже имеет опыт работы с нодулярным дерматитом. Осенью прошлого года эта инфекция не обошла стороной и его животных. Высокая температура, раздражение и сыпь на коже, снижение объемов молока – все симптомы указывали на болезнь. На этот раз Беслан не стал рисковать. Вот поэтому может быть, в этом году спасение будет. Врачи и ветуправления Ингушетии признательны администрации города за построенный загон, благодаря которому теперь очень удобно прививать животных, несмотря на их агрессивное поведение. Эти вот расколы, они необходимы. Вот сейчас в Карабулаке я хочу выразить благодарность главе администрации, которая построила не только эту одну, он еще построил вторую. Вот сейчас вот на этом месте хочет построить еще третью вот в другом конце села. Поэтому я хотел бы выразить еще раз благодарность ему. И, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к остальным главам администрации городов, районов, чтобы они тоже сделали бы эти расколы. С прошлого года в Ингушетии привили более 10 тысяч голов. Специалисты утверждают, болезнь пошла на спад. Вакцинация продолжится во всех населенных пунктах республики. Марина Муталиева, Рахман Цуров, Новости 24.